Бодро и увлеченно взялись активисты за приведение в порядок прилежащей территории пруда. Погода в октябрьский день выдалась весьма теплая и солнечная. Трудятся здесь не только жители села, но и представители других поселений республики. Их объединили два повода – уборка территории и запуск в пруд новых обитателей. Судачение дихен, моллахсак хавен дих, аха скудари хоян дихена, хотикичер, выясу ор, выясу дор, выясу яхш дихена, нах абидин цадя дихена, судачение, оно ян, арвян дихен, сатка это гуз дихен, бог бежволыш. Инициатором акции стал клуб «Охотник и рыболов». Совместными усилиями участники собрали средства для реабилитации пруда. Некогда порыбачить и развеяться здесь собирались жители чуть ли не со всех уголков республики. Беслан Галаев не раз принимал участие в возрождении водоемов Ингушетии. Считает, что большинство человеческих болезней из-за стрессов, а такие места отдыха – отличная возможность забыть о проблемах повседневной жизни и привести мысли в порядок. Сам же всегда находит время для рыбалки. Признается, что хотя бы раз в неделю должен закинуть удочку. Рыбалка дихен, что удукае, дихен, как любитель дихен, как профессионал дастра дихен, да ваха дихен, хоть ценочметочки дихен, чарлас дихен, акеш дихен, язык парат дол дихен, да ху малюю проблемы есть-лу. Ханс клюнет деддихо, ханс деддихо ян дихен, чва дихен, ценочметочки ваш, приятно хул, сун хул наха хул. В стороне от уборки не осталась и местная администрация. Помощь неравнодушных жителей в реабилитации пруда для них оказалась хорошей подмогой. Больше 15 лет водоемы находились в не лучшем состоянии. Местные жители не раз обращались с просьбой привести его в порядок. Постоянно на хайжи мотик подряд. Джемарка ус пруд бабас есть я дёртыш бахтем будешь. Мой лорд дежмдиевс. Водоем должны запустить тысячи рыб, и к этому здесь готовятся основательно. Сначала необходимо решить проблему загрязнения прибрежной зоны. Буквально за час мешки наполняются мусором. Его оставили после себя недобросовестные посетители. Участники акции надеются, вдохнув новую жизнь в заброшенный пруд, удастся достучаться до совести нарушителей. Просто главный вопрос больной малайри. Твой порядок хаячил ты хах, тахан вей мотик хан тоячил ты хах. Это очень холмчит я хандани сидит я и порядок следи холмчит я там примерно. Так хавал сэг хан дихр да садянч огоди хана. И хавич дихан ус шарлат дихан. Хос аха хани мотик яча ауатич. Хадяла пемода дихан. Хос даху мотик лорие просто дихан. Хос хугелыш. Куан вот эвеш сон чам хуболыш. Тахан дихан да хамдуат дерден сегмеш лелоз дихан. Ха уйк бах барыж ба сиги барыж ба дихан. А видишь, но наряду с проблемой мусора покоя местным властям не дает незаконная рыбалка. Браконьерские снасти – распространенная практика некоторых рыбаков, которые порой забывают, что в погоне за большим уловом лишают водоемы будущего. К тому же пользование такими сетями предусматривает уголовное наказание. С просьбой не допустить плачевного исхода жители обращаются и к местному участковому. В общем, не теряют надежду, что посетители здесь будут видеть только с одной удочкой. Тем временем десятки мешков с мусором неравнодушными жителями уже собраны. А значит, к встрече с новыми обитателями водоемов готовы. Теперь можно готовить экипировку для рыбалки. 1000 зеркальных карпов и 10 тысяч амуров обрели новый дом. Выбор на них пал не случайно. Представляют пользу для водоема, так как поедают нитевидные водоросли. А уже через неделю сюда запустят еще и более 10 тысяч толстолобиков. Общими усилиями неравнодушных жителей республики условия для отдыха созданы. Остается только надеяться на сознательность некоторых посетителей и бережное отношение к окружающей среде. Диана Дударова, Адам Далаков. Новости 24.